Реализация национального проекта «Демография», проведение спортивно-массовых мероприятий, вовлечение жителей республики в спорт. Такие главные задачи стояли перед региональным Минспорта в 2022-м. Год был непростой, но насыщенный, отмечает министр Алида Шхаклоев. Хотел бы в первую очередь поблагодарить всех вас за ту активную работу в ваших школах, учреждениях, на местах, которые вы проводите и работаете с детьми, с нашими детьми. Министерство по физической культуре и спорту на 100% исполнило расходы бюджета на национальные проекты в 2022 году. В рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» в республике построены новые спортобъекты и закуплен инвентарь для спортивных школ. Была произведена поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Это в городе Сунже и в станице Нестерска. Все данные работы были произведены вовремя, поставка была произведена вовремя. Это все стимулирует и способствует тому, что мы тем самым увеличиваем долю систематически занимающихся людей. В прошедшем году прошло более 200 спортивно-массовых мероприятий республиканского, всероссийского и даже международного масштабов. В них приняли участие свыше 4000 спортсменов. Так в регионе состоялся международный турнир по греко-римской борьбе памяти Героя России Алихана Калиматова, который ранее был только всероссийский. Состоялись в регионе и юбилейные 20-е всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин памяти мастера спорта СССР, чемпиона Европы Магомеда Парчиева. Выступая на соревнованиях Северо-Кавказского федерального округа, спортсмены республики завоевали 69 золотых медалей, 56 серебряные, 92 бронзовые медали. Увеличить число активно занимающихся спортом до 55% до 2024 года. Такую задачу ставит перед собой Минспорта. За счет строительства новых спортивных объектов показатели улучшаются. По итогам года в Ингушетии он составил 38%. В регионе планируют построить ФОКи в Карабулаке, Сунже, Назрани, Магасе, в селениях Барсуки, Газиюрт. 2 объекта начнут возводить в этом году. Также значительно увеличился объем средств, которые направят на развитие спорта. В первую очередь я хочу выразить огромную благодарность нашему главе Маматалию Макшевичу Калиматову. Без его поддержки у нас ничего не получилось бы. Та спортивная инфраструктура, которая сегодня развивается на территории республики, те мероприятия, те спортивные объекты, которые мы запланировали в текущем году, это все благодаря ему, его авторитету и его правильной работы с федеральными властями. Поэтому у нас в этом году рекордная сумма выделена для республики в сфере физической культуры и спорта для развития спортивной инфраструктуры. Это у нас многоэтажный, современный физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым плавательным бассейном в городе Сунже. Это будет подарок для жителей города Сунже. И в рамках поручения президента страны ФОК в сельском поселении Барсуки по программе «Спорт. Норма жизни». В этом году начнется строительство, но объект будет переходящий и будет введен в эксплуатацию в следующем году. В республике планируют открыть Академию национальных видов спорта в столице региона. А вот большим подарком для малгобекчан стало строительство в городе нового ФОКа, где уже функционирует несколько секций, как бокс, борьба, ММА, спортивная гимнастика. Большое внимание уделяют игровым видам. Так, во Дворце спорта Магаз под конец года прошел финал регионального этапа Всероссийского чемпионата по баскетболу среди школьных команд. Состоялся ежегодный межрегиональный турнир по мини-футболу. Также прошло открытое первенство и турнир по художественной гимнастике, посвященный 30-летию Ингушетии. Муслим Ганиев, Мухаммед Билакиев, Новости 24.